Время спорта на Лото-24. С вами Мария Иванова. Здравствуйте. Имандос Бектенов завоевал золотую медаль на Кубке мира по стрелковому спорту, который проходил в испанской Гранаде 10-18 февраля. Кыргызстанец стал лучшим в упражнении ПП-60 Air Pistol Man Junior. Всего в турнире участвовали 400 спортсменов из 48 стран. Именно в упражнении Бектенова стреляли спортсмены из 20 стран, 24 участника. Боксер из Кыргызстана Анвар Ходжиев выиграл 75-й международный турнир Странджа Кап 2024 в Болгарии. Также этот турнир называют «Малый чемпионат мира». Ходжиев выступал в весовой категории до 48 килограммов, где всего были представлены 5 спортсменов. Кыргызстанец в четвертьфинале единогласным решением судей победил представителя Украины. А в полуфинале также со счетом 5-0 был сильнее спортсмена из Грузии. В финальном поединке его соперником стал боксер из Индии. По итогам 3 раундов по 3 минуты судьи отдали победу Ходжиеву со счетом 4-0. В истории Кыргызстана это первая золотая медаль на этом турнире. Участие принимали чемпионы мира, Европы и Азии, а также чемпионы азиатских игр. Ходжиев выступал под руководством заслуженного тренера Кыргызстана Владимира Рослова. В Душанбе, Таджикистан, завершился чемпионат Центральноазиатской футбольной ассоциации по футзалу среди женщин. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз. С 6 очками кыргызстанки заняли 3-е место после футболисток из Ирана и Узбекистана. Им удалось обыграть такие сборные, как Таджикистан и Туркменистан. 5-е Всемирные игры кочевников состоялась встреча по включению Кокбуру в игры кочевников. 14 февраля делегация Кыргызстана посетила Астану и получила информацию о ходе подготовки к 5-м Всемирным играм кочевников. Представителей Кыргызской республики во главе с президентом Федерации Кокбуру Кыргызстана Рамисом Джунусалиевым проинформировал заместитель дирекции по подготовке к 5-м ВИК Муратбек Кипшакбаев. Он сообщил, что подготовка к играм кочевников идет полным ходом и в настоящее время ведется работа по каждой стране-участнице. В свою очередь Рамис Джунусалиев отметил сожаление, что в грядущих играх организаторы не включили кыргызскую национальную игру Кокбуру и отметил, что в целом кыргызстанцы уделяют этому вопросу особое внимание. А также в случае добавления игры Кокбуру в программу 5-х Всемирных игр кочевников Кыргызстан готов привести 2 команды как по Кокбуру, так и по Кокпару. Казахстанская делегация выразила заинтересованность в продолжении двусторонних переговоров и открытости для переговоров по этому вопросу. После кыргызская сторона предложила провести следующую встречу в Бишкеке. Это предложение нашло поддержку, и в начале марта переговоры продолжатся в Бишкеке. Пловец из Кыргызстана Денис Петрашов установил еще один рекорд страны. На чемпионате мира по водным видам спорта в Катаре кыргызстанец вышел в полуфинал на дистанции 50 метров брасом. Петрашов занял 5-е место в своем заплыве и вышел в полуфинал. Его результат 27,1 секунды. Является новым рекордом Кыргызстана на этой дистанции. Предыдущее достижение также принадлежало Петрашову и было установлено весной 2023 года на турнире в США. Также он занял 10-е место на чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе. 15 февраля стартовали состязания в плавании среди мужчин на дистанции 200 метров брасом, где всего заявлены были 34 спортсмена. Петрашов с результатом 2 минуты 12,23 секунды прошел в полуфинал. В полуфинале кыргызстанец занял 2-е место в своем заплыве, показав время 2 минуты 10,81 секунды. Он занял 10-е место, а от 8-го места, дающего право выхода в финал, его отделили 0,51 секунды. Напомню, ранее Петрашов выступил на 2 дистанциях на чемпионате мира в Катаре и занял 13-е место на обеих. С 12 по 27 февраля в Бишкеке проходит спартакиада Денсолук 2024 среди работников высших и средних профессиональных учебных заведений Бишкека. Соревнования проходят по 7 видам спорта – футзалу, стритболу, тогус-корголу, настольному теннису, волейболу, шахматам и ордо. Торжественная церемония открытия спартакиады прошла 13 февраля на спортивной базе Национального аграрного университета имени Скрябина. Уже подведены итоги соревнований по тогус-корголу.
Среди женщин первое место заняла Кыргызская государственная академия физкультуры и спорта имени Турузбекова, Кайыргуль Каниметова, Нелли Абдылаева, Джурсун Талайбек Кызы и Кенжигуль Манашева. Среди мужчин первое место у Кыргызского национального университета имени Баласагына. Муратталы Душинакунов, Бердигуль Айтпайулу, Абубакир Ташбеков, Руслан Мамбеталиев. Итоги по настольному теннису среди мужчин до 45 лет. Первое место КНУ имени Баласагына Руслан Суимбаев, Азиз Макамбаев. Среди мужчин старше 45 первое место занял Исламский университет Кыргызстана. Бакытбек Ниязов, Джусупали Тушенбеков, Болотбек Баджигитов. У женщин чемпионками стали Оксана Маляренко и Азиза Кочонкулова из команды Кыргызской государственной академии физкультуры и спорта имени Турузбекова. Также подведены итоги соревнований по баскетболу в формате 3×3 стритбол в рамках спартакиады Денсулук 2024. Среди спортсменов до 45 лет первое место завоевала Кыргызская государственная медицинская академия имени Ахунбаева, Тахир Насыров, Эрназар Турганбаев, Аслан Байбутоев и Айкан Сопубекова. Среди спортсменов старше 45 лет первое место у Кыргызско-российского славянского университета имени Ельцина Михаил Арзамасов, Лариса Левинская, Дамир Джанбеков и Дамиркан Донанбаев. В Кыргызстане с 26 февраля по 3 марта пройдет чемпионат мира по бильярду в дисциплине «Комбинированная пирамида». В турнире примут участие сильнейшие спортсмены мира. Призовой фонд составит 3 350 000 сомов. Победители получат 800 000 среди мужчин и 300 000 среди женщин. В Бишкеке также 21-26 февраля пройдет первенство мира по бильярдному спорту в дисциплине «Свободная пирамида» среди юниоров и юниорок до 19 лет. Призовой фонд турнира – 1 200 000 сомов. Также в Бишкеке в конце февраля и марте пройдет еще 3 чемпионата мира по нескольким видам спорта. Об этом рассказал заместитель председателя Кабмина Эдиль Байсалов. 10-16 марта чемпионат мира по хоккею среди мужчин, 3-й дивизион, группа А. Турнир состоится на городском катке Бишкек-Арена. Также с 23 марта по 1 апреля пройдет чемпионат мира по хоккею среди женских команд, а 25-30 марта чемпионат мира по таэквондо среди глухих. Профильным госорганам необходимо своевременно и в полном объеме исполнить соответствующие меры в целях успешного проведения данных спортивных мероприятий, сказал Эдиль Байсалов. Отличная новость для поклонников Snoop Dogg. Он будет корреспондентом телеканала NBC на Олимпиаде в Париже 2024. 52-летний американский рэпер и актер Келвин Кордозар Бродус-младший, известный как Snoop Dogg, будет работать на Олимпийских играх в Париже в качестве корреспондента NBC, сообщила пресс-служба телеканала. Планируется, что Snoop будет участвовать в эфирах с ведущим Майком Тирико, посещать соревнования и достопримечательности Парижа, а также общаться со спортсменами и их семьями. Репортажи Snoop Dogg будут показывать в прайм-тайм на каналах NBC и Peacock. Snoop Dogg уже сотрудничал с Peacock на играх в Токио в 2021 году. У него было совместное шоу с ведущим Кевином Хартом. Напомню, Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024, а Паралимпийские игры с 28 августа по 8 сентября. В начале года в таком виде спорта, как айкидо, случилось историческое событие. Первый 6-й дан среди мужчин в Кыргызской республике присвоили региональному директору филиала Всемирного центра айкидо Ошинкан Дөдзё в Кыргызстане, руководителю и шеф-инструктору клуба айкидо Сейсенкай Шерзоду Сайдалиеву. И сегодня в гостях в передаче «Время спорта» сам виновник этого события. Здравствуйте, Шерзод. Здравствуйте. Ну, я в первую очередь хочу поздравить вас. Спасибо. Это значимое событие для Кыргызстана, для всей республики. И давайте начнем с того, где вот проходит ежегодная церемония Кагами Бираки, на которой присваиваются высшие мастерские степени по айкидо с 5 по 8 дан. Это традиция всех боевых единоборств Японии. В начале года в каждом додзё, в каждой штаб-квартире
в частности, в данном случае Всемирного центра айкидо, проводится такой ритуал. Собираются все выдающиеся мастера во главе с внуком основателя айкидо, с Дошу. По рекомендации всех сенсеев и по отбору принимается решение о присвоении высоких степеней дан. Высокие считаются с 5 по 8 дан. Если до 4 дана человек может сдавать экзамен, то с 5 по 8 это по рекомендации, это за вклад в развитие айкидо в своей стране, за вклад в развитие айкидо за ее пределами, то есть в мире, что все это время человек продолжает заниматься. И самое интересное, между данными есть определенный срок. Например, чтобы получить 5 дан после 4, это надо 5 лет продолжать заниматься активно. И чтобы получить 6 дан, это надо заниматься еще 7 лет активных тренировок. Поэтому мастера, активных тренировок, вы должны еще выпускать учеников, аттестации, семинаров. И поэтому люди, получающие высокие степени дан, это еще, мягко говоря, можно сказать, как испытанные люди, мудрые люди, то есть это с годами приходит, это не просто захотелось и ты получил. И в этом году, например, я абсолютно, честно говоря, не ожидал. Мне пришло, известие, что мое имя оказалось среди претендентов на 6 дан. В этом году 6 дан получили 351 человек во всем мире, и среди них оказался я. Но надо отметить, что первый 6 дан в Кыргызстане получила президент Федерации айкидо Ситалиева Гульмиза Аскарбековна. Да, она в 2022 году стала единственной обладательницей в Центральной Азии, да, среди женщин. Гульмиза Аскарбековна мой первый учитель. Мы с ней вместе были инициаторами создания Федерации айкидо в Кыргызской республике в 1995 году. Она была президентом Федерации, я был вице-президентом Федерации. И могу сказать, я ей говорил об этом лично, когда у меня был 5 дан, я ей говорил об этом лично. Но теперь сейчас могу сказать, я единственный ученик Ситалиевой Гульмизы Аскарбековны, обладатель 6 дана. Это, я считаю, для меня большая честь, и это ее заслуга тоже. Ученик догнал своего учителя, да? И насколько я знаю, думаю, есть какая-то определенная иерархия в айкидо. Расскажите об этой структуре. Ученик учителя не догонит. Это просто философия. Это не тот вид спорта, это философия, да, это никогда так не догонит. Что касается иерархии, я хотел бы сказать, что я хотел сказать о нашем клубе, клуб Сейсенкай, какое место мы в этой иерархии занимаем. Дело в том, что у каждого дошу, у сенсея в свое время, у первого дошу Кишамайра Ушиба, у второго дошу Маритейра Ушиба, у каждого был свой внутренний круг, считается. А внутренний круг нынешнего дошу Маритейра Ушиба называется Ошинкан. Состоит из 3 иероглифов. Если перевести, Ошинкан означает дом, в котором хранится сердце Ушибы. Это Ошинкан. И филиал этого Всемирного центра Ошинкан был открыт в Москве, который возглавляет наш сенсей Качан Александр Борисович, тоже обладатель 6 дана, но уже много лет. И мы представляем, клуб айкидо Сейсенкай на территории Кыргызстана представляет филиал Всемирного центра айкидо, именно представляет школу дошу Ошинкан в Кыргызстане. Прежде чем сделать такое заявление, конечно, я у сенсея своего спросил разрешения. И со слов моего сенсея получается, я представляю внука основателя айкидо на территории Кыргызстана. Здорово. Это просто развитие нашего клуба. При этом в Кыргызстане есть Федерация айкидо Кыргызской республики, с которой мы тоже активно сотрудничаем. И Федерация айкидо тоже входит в Международную Федерацию айкидо, которую возглавляет опять же дошу. Но если федерация, национальная федерация входит в международную, то мы входим в школу дошу непосредственно. Мы такие, школа Ошинкан. И школа Ошинкан есть в Азербайджане, в Болгарии, еще в других странах. И даже когда мы были на внутренних Гащуку в Японии, когда я был, именно мне удалось попасть в самые истоки школы нашей. Техническим директором нашей школы является Курибаеши Таканори сенсей, 7 дан. Председатель Оно Хироши, кстати, ваш коллега, ведущий телерадиокомпании NHK в Японии. Кстати, он приезжал, и он был в этой студии в 1998 году. Мы их приводили сюда на экскурсию. И они, кстати, оказывали какую-то помощь здесь.
И вот, понимаете, я когда ездил в Японию, я оказался именно у истоков вообще, вот как это все началось. И знаете, для меня это имеет очень большое значение, потому что, ну как Шаолинь посетить, понимаете, вот, ну вот адепты Ушу, а мы как адепты айкидо, и я был именно там, где истоки нашей школы поднимались. Вот таким образом мы представляем айкидо в Кыргызстане. И Федерация айкидо, и клуб айкидо СНК, но мы официально зарегистрированный клуб, как общественное объединение, в Министерстве юстиции зарегистрированы, и мы получили официальное признание штаб-квартиры айкидо в 2015 году. Наша деятельность на территории Кыргызстана... Вот, кажется, да? Покажите его. Наша деятельность в Кыргызстане строго официальна, мы имеем полные полномочия. Это эмблема нашего клуба, и здесь я просто хотел бы акцентировать внимание, вот здесь вот написано именно Сейсенкай. Прежде чем это написать, мы проконсультировались с Джун Фурукава сенсеем, с его супругой Утака-сан, и они нам правильно помогли подобрать иероглифы. Сейсенкай означает родник, чистый источник. По-японски родник это изуми. Тогда должно было звучать изумикай, но это было бы не совсем верно, и по-японски правильно оказывается сейсенкай. Почему источник? Потому что, ну, мы же все знаем, мы в Кыргызстане живем, у нас родник, источник, чистая вода, это булак. По-кыргызски это булак. И я считаю, что бросишь в родник грязь, она очистится. Вода вроде бы мягкая, но она может быть жесткой в круговороте, да? И, ну, вот чистота, мягкость и сила в этом есть. Поэтому вот мы назвали свой клуб таким образом. Клуб существует у вас, получается, официально клуб существует. Я организовал клуб в 2001 году, официально зарегистрировались в 2005. Я уже не считал, сколько лет клубу, в принципе. Отлично. Что значит для Кыргызстана вот то, что вы теперь обладатель 6-го дана, что у нас есть Гульмиза Сейталиева, в Центральной Азии, получается, единственная женщина-обладательница 6-го дана. Что это значит для Кыргызстана и в целом какую позицию вот в мире мы занимаем? Я так думаю, ну вот представьте, когда мы с Гульмизой сенсей начинали айкидо в Кыргызстане в 1995 году, ну здесь вообще ничего не было, да, а тут, понимаете, 6-й дан, это человек уже имеет право самостоятельно или в составе комиссии принимать экзамен на 1-й дан. Соответственно, и Гульмиза сенсей такие полномочия имеет, и, скажем, мне сейчас как бы тоже такие полномочия присвоили. Это дает возможность, ну как сказать, все-таки упрощает, то есть не надо куда-то ездить, чтобы получить этот дан. С другой стороны, мы стараемся приглашать серьезных мастеров в Кыргызстан, шиханов, обладателей 6-х, 7-х данов, чтобы наши ребята были аттестованы у них. Кто-то может выехать, ну кто в Россию, кто в Японию, какие возможности есть. Ну, я даже... Ну, наверное, это какой-то статус, потому что очень много данов по тэквондо в Кыргызстане, там, по карате, допустим, да, а по айкидо, скажем, мы с Гульмизой сенсеем, наверное, первые, но думаю, что не последние. Думаю, что за нами еще будет много хороших ребят, которые растут и очень такие сильные ребята готовятся. Поэтому... Вот как раз давайте перейдем к спортсменам. Сколько вообще спортсменов у нас по айкидо по стране и как развивается этот вид спорта в Кыргызстане и в регионах? Я так скажу, что у нас в моем клубе более 500 человек аттестовано в разное время. Где-то около 50 обладателей черных поясов от 1-го до 6-го дана. В связи с тем, что ну, есть процесс миграции, кто-то уезжает, кто-то на учебу, кто-то перестает заниматься. Поэтому где-то в нашем клубе около 500-600 человек в общем за все время наберется. Но я думаю, что если за федерацию, я четко федерация не знаю, обстоятельства дела, но федерация намного серьезнее организация. И если в общем взять, то несколько тысяч человек в Кыргызстане занимаются айкидо. Важно, ну для меня что было важно, чтобы главное, люди занимались серьезно, и айкидо отличается от других боевых искусств. Я во главу угла ставлю все-таки воспитательный аспект, потому что уже даже если ребенок заходит в зал, мы его приучаем там, быть опрятно одетым, правильно завязывать пояс, заходя на татами соблюдать весь ритуал. И через вот эти моменты как-то есть такой очень серьезный воспитательный аспект в айкидо. Я думаю, что человек, пусть даже там ни одного приема не научится, например, но если он изменится внутренне,
это уже, я считаю, большое достижение. Но так получается, что те, кто приходит за здоровьем, те учатся драться, те, кто приходит учиться драться, те получают философию, те, которые приходят за философией, они становятся физически развитыми. Поэтому, когда человек доходит до первого дана, он уже более-менее уравновешен, он уже более спокоен, уверен в себе. И первый дан — это всего лишь первый курс института. А второй дан — это второй курс института. До первого дана это все подготовительная работа. В связи с тем, что между экзаменами есть большие промежутки, и вот за это время человек становится сильнее, мудрее. И в айкидо не принято рано давать даны. Самое рано человек может получить первый дан в 17-18 лет. Потому что это очень серьезно, в принципе. Скажите, именно чем полезен этот вид спорта для организма? И в каком возрасте лучше приводить детей? Или, может быть, не знаю, там, я 20-летняя или я 30-летняя, и вот мне хочется в айкидо. Ну, то есть, есть ли какие-то ограничения? Любая деятельность физическая, в общем-то, полезна, но так как мы говорим за айкидо, все-таки, знаете, даже маленький ребенок может кулачком стукнуть по столу, да, допустим. А в айкидо очень много интересных заломов, захватов, перехватов. И знаете, опыт показывает, что даже взрослым людям обучить это достаточно непросто, понимаете. Мы в айкидо применяем много образов, там, допустим, как будто ты держишь ствол дерева, как будто вода стекает с твоих рук, как будто твоя рука стремится к звезде, там энергия изливается там, с мизинца, там, допустим, да, очень много образов, поэтому я предполагаю, что мы обучаем детей с 8 лет, более-менее это оптимально с 8 лет, когда ребенок начинает хотя бы понимать, что вот сюда сядь, вот сюда встань, вот здесь наклонись, повернись, вот такие вещи. Когда нам звонят и говорят, вот у меня ребенок 4 года, хочу отдать в айкидо, ну я считаю, что это зря потраченные деньги, и ребенок ничему не научится. И для таких детей, ну, некоторые инструкторы все-таки проводят занятия. Это получается такая физкультура способом айкидо. Там какие-то прыжки, какие-то кувырки, какие-то развитие координации. Основная проблема в том, что нынешние дети, ну, мы же все понимаем, что они вот все залипают в гаджетах. И, знаете, нарушение осанки, плохое зрение, плохое восприятие, когда ты людям одно и то же показываешь на расстоянии 2 метров, и они повторить не могут, например, понимаете. Вот это проблема, я бы сказал, потому что детей надо развивать. А каким видом развивать? Пусть это будет карате, пусть это будет дзюдо, пусть это будет плавание, гимнастика, это каждый выбирает сам. Но сначала из ребенка надо вот вылепить вот это, чтобы он стал координаторно стабильным, так скажем, да, чтобы у него понимание. Когда приходит ребенок с пониманием, знаете, они быстрее растут. У нас девочка есть, ее зовут София, я ее называю звездочкой вот среди детей. Ну, это, знаете, вот, если вы видели мультик «Ну, погоди», и там был такой барсук, который волка заламывал. Вот у нас София такая, что она, ой-ой-ой, там и взрослые даже с ней иногда боятся. Отлично. Расскажите, чего не хватает и с какими проблемами вы сталкиваетесь? Я думаю, вот проблема — это как раз то, что я сейчас про детей сказал, что надо с детьми активно работать. В то же время не надо накладывать на инструктора такую обязанность, что вот инструктор, родители ребенка привели, а инструктор его должен воспитывать. Все-таки воспитание происходит где-то в семье, а инструктор может где-то направить. Иногда авторитет инструктора перед ребенком становится выше, чем авторитет родителя, но и главное там найти общий язык. Вот я бы сказал, в развитии проблема. А что касается, но есть еще другая проблема, что, например, в Кыргызстане действительно мало спортивных залов, приспособленных для занятий айкидо. Это в основном как залы дзюдо должны быть. И не везде и не всегда айкидо идут навстречу, потому что в Кыргызстане больше развиты такие стили, как дзюдо, например, как кулату, национальные виды, да. И вот арендовать зал под айкидо, ну, как бы не каждый дает. Поэтому, если только мы сами где-то находим, изыскиваем возможности, где-то вот я в свое время оборудовал залы там, допустим, да. То есть вот это, но это не самая глобальная проблема, это проблема такая общая в стране, а в основном это вот воспитание детей, я думаю. Ну и последний вопрос, где вас искать, куда обращаться, вот, чтобы привести своего ребенка или, не знаю, молодежи прийти и начать заниматься айкидо? Я думаю, проще всего просто набрать айкидо в Бишкеке, загуглить, так скажем, да. Дело в том, что мы преподаем больше вот в Национальной детской инженерно-технической академии,
у нас там отдельная секция. У нас есть Центр развития детского творчества Ленинского района, там отдельная группа. Мы преподаем айкидо в Белемкане American School. А как бы для общего посещения айкидо, это все-таки на Фрунзе 501 у нас есть зал, на улице Курманджандатки 55, развлекательный центр Gin and Roll, это основная секция, где я сам преподаю сейчас. А так, в принципе, можно мое имя загуглить в интернете, и там как бы все выйдет. Хорошо. Вот. Отлично, спасибо Я большое. хотел бы еще немножко сказать про своих учеников. Вот сейчас у нас... Да, кстати, я сама не отметила, я про Кыргызстан, а за пределами Кыргызстана какую деятельность вот провели такая уже? Ситуация, что у меня есть два ученика, которые в настоящее время они являются уже гражданами России, и они являются инструкторами нашей школы в России. И, понимаете, в их жизни айкидо сыграло большую роль. Они переехали в Россию и даже где-то, может быть, даже не знали, с чего начинать, но наш сенсей предложил им преподавать айкидо. Они стали инструкторами айкидо. Значит, Сайдалиев Музафар, обладатель 5-го дана, он преподает в Москве, инструктор. И что интересно, что он в этом году на Гащуку в Окинаве, даст Бог, будет сдавать экзамен на 1-й дан по годзюрю карате. Марио Хигаони, 10-й дан, основатель стиля окинавского годзюрю карате. Это мой племянник, он получил 5-й дан по айкидо, а теперь еще и уже дан по дзюдо, но вот уже экзамен будет в апреле. Вторая ученица — это моя Кравцова Джарканай, в девичестве Байбекова Джарканай, обладатель 4-го дана. Она получила такую же медаль, 40 лет школы Ошинкан в России и мастер боевых искусств Российского союза боевых искусств. Это вообще, здесь она работала в погранслужбе в Кыргызстане. И еще один мой ученик сейчас находится в Соединенных Штатах, в Чикаго. Буквально недавно с ним переписывался. В Чикаго есть такой Андре Соте, 7-й дан, Шихан. И он предложил Кубаныджибекову Уэсену, обладателю 2-го дана, открыть свою секцию айкидо в Чикаго. Я знаю, что в Чикаго очень большая диаспора наша, очень сильная диаспора. И теперь в этой диаспоре будет своя секция айкидо. Это просто удивительно для меня, даже так скажу. Здорово. Я вас еще раз поздравляю, еще желаю вам успехов, больше учеников, чтобы этот вид спорта развивался еще больше, чтобы вам шли навстречу и сдавали залы. А я напоминаю вам, дорогие телезрители, что в эфире передачи «Время спорта» обладатель и пока что единственный среди мужчин 6-го дана по айкидо. Это Шерзот Сайдалиев. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Это были главные спортивные новости. Занимайтесь спортом, держите себя в тонусе и смотрите передачу «Время спорта». До новых встреч!